Что я не успел сделать? Ну, мы не успели до конца реформировать систему субсидирования. Я не знаю, как получилось, но так и получилось, да. Может, потому что как раз-таки не благодаря, а вопреки. Всеми руками и ногами за. Мы должны направлять субсидии именно по тем позициям, по тем направлениям, которые дадут завтра эффект в мясное скотоводство гораздо дешевле, чем в другие виды. Чтобы эти земли были заняты, мы должны вернуться к нашему исконному ремеслу. Пустая земля, она притягивает лишний глаз, лишние интересы. Она ничья, она общая. Мое детство — это советское детство. Там не то что фермерство, любое частное предпринимательство было запрещено, просто на уровне Уголовного кодекса. Я просто открыл аккаунт в Твиттере, в Фейсбуке и просто там все написал, и вы можете это поднять, историю этого вопроса. И просто там осветил, как это все было. Потом это дело дошло до главы государства, потом разобрались. Это было просто, оказывается, все чьей-то режиссурой. То, что делает скриптонит, не может сделать Худайберген при всем его таланте. Если коротко ответить, то, можно сказать, Минсельхоз сделал разворот к рыночным отношениям. То есть повернулся полностью лицом, потому как те реформы в 90-е годы, когда мы все и вся реформировали, то есть монетизировали льготы, мы, значит, приватизировали гиганты все, значит, весь сервис, начиная от ресторанов, заканчивая там транспортными услугами, он был в нашей стране приватизирован, и по реформам Казахстан шел впереди всех стран СНГ. Но в сельском хозяйстве, можно сказать, был заповедник. И когда я пришел, то обнаружил, что до сих пор Минсельхоз устанавливал фиксированные цены для продажи, например, племенного скота, фиксированные цены для продажи семян. И очень много было давления со стороны государства. И вот эти все как бы архаизмы, по сути, нам удалось снять. Я не сказал бы, что я сейчас сильно занят, поэтому перезагрузки особо не требуется. Так, по сути, как молодежь сейчас говорит, на чиле. Такой, чтобы большой загрузки не испытываем. Ну, в принципе, это мне тоже нравится. По мессенджеру пишут разные вопросы, там, в том числе, начиная от «помогите материально», заканчивая там как мне начать бизнес, там, как мне получить землю, или как поступить в той ситуации там, с акиматом, или вот такие какие-то вопросы шлют. История того, что я почему стал активным, еще будучи, я же не сейчас это открыл свои аккаунты и в Твиттере, и в Фейсбуке. История этой активности, она была такова, что эта активность вынужденная. В свое время, когда, вот как вы говорите, хейтили меня уже не на таком любительском уровне, а так более серьезно, и дело дошло до того, что, значит, перед сменой правительства в парламенте несколько депутатов, значит, призвали отправить меня в отставку, и после этого, как по мановению волшебной палочки, все СМИ закрыли доступ. Те журналисты, которые бегали и просили интервью, и они, когда я хотел рассказать, как было на самом деле на том правительственном часе, потому что выбрали оттуда слова из контекста, определенные кадры, и показывали только вот негативную часть. И когда я хотел сказать альтернативную точку зрения и показать, как это было на самом деле, вот все СМИ просто закрылись, и журналисты, которые были лояльны, они говорили правду, говорили, это редакторское нам поручение, не брать у вас интервью. Ну, тогда я просто открыл аккаунт в Твиттере, в Фейсбуке, и просто там все написал, и вы можете это поднять, историю этого вопроса, и просто там осветил, как это все было. Потом это дело дошло до главы государства, потом разобрались, это было просто, оказывается, все чьей-то режиссурой.
Не своего рода, я думаю, что мы все 5 лет, которые работал, мы что-то меняли. И все время меняли именно в сторону рыночных отношений. Ну да, если больше перефразировать этот вопрос, что я не успел сделать, ну мы не успели до конца реформировать систему субсидирования. То есть мы начали шаги к их электронизации, автоматизации процессов, ну, что на сегодняшний день полностью почти решены, но в то же время часть субсидий, они до сих пор, они как бы работают в таком полуцифровом режиме, то есть очень много ручного влияния до сих пор мы наблюдаем. Вот те нарушения, которые были последние 2-3 года, они тому свидетельствуют. То есть та часть, которая была не до конца оцифрована, не до конца как бы устранены были человеческие факторы, там и обнаружены были нарушения. Там же, где было все как бы автоматизировано, там все, где работало через блокчейн, и никак человек не мог, никакой чиновник, ни на каком уровне, вплоть до министра, не могли влиять на этот процесс, там как раз-таки все было гладко. Вот, например, вот такие моменты. Но в системе субсидирования еще мы не успели, например, сократить товарно-специфические субсидии, которые влияют на себестоимость и которые расслабляют фермеров. Ну, нужно и то, и другое. Нужно и субсидии, нужны и кредиты. Почему нужны субсидии? Не потому, что что-то у нас не получается без субсидий, а потому что наши соседи, наши партнеры в нашем экономическом союзе субсидируют. И конкурировать с ними, работая по одним правилам в одном рынке, невозможно, если мы не будем субсидировать так же, как и они. Ну, конечно, грамотное правительство, рыночное правительство, то есть такие рыночники, реформаторы должны быть, ну, в моем видении. Мясной союз – это объединение бизнесменов, объединение ассоциаций, которые работают в мясной отрасли. И роль его такова, что она как бы объединяет и сплачивает интересы в этой отрасли, потому как они иногда противоречивы, потому что, например, фермер, который выращивает маточное поголовье, хочет продать дороже своего бычка, откормочная площадка, которую у него покупает, хочет купить дешевле, мясокомбинат хочет купить у откормочной площадки. То есть они иногда довольно противоречивые, но есть как бы общие такие базовые вещи, которые необходимы для всей отрасли. И роль мясного союза вот консолидировать вот эти интересы и как бы их перед внешними, в том числе и государственными органами, их как бы озвучивать так, как более консолидированно. Можно сказать, да, в таком здоровом понимании. Я не знаю, как получилось, но так и получилось, да. Может, потому что как раз-таки не благодаря, а вопреки. То есть, потому что мы что-то делали, все время что-то делали, и я уверен, мы делали во благо. Пусть это не сразу было оценено, но по прошествии времени, как бы сейчас многие убеждаются, многие и фермеры, и как бы внешние наблюдатели, которые не в отрасли, да, они сейчас видят, что те изменения, которые мы провели, они пошли только на пользу. Могу дать рекомендации, что надо быть рыночниками, что в рыночных условиях регулировать цену не рыночными условиями, то есть вот такими запретами, ограничениями, неправильно. Потому как вы спрашиваете, почему закрыты? Да потому что вот правительство приняло такое решение. А почему оно приняло такое решение? Потому что оно хочет, чтобы цены не росли. И хочет для потребителей казаться хорошим парнем, да? Таким родителям народных интересов. Но на самом деле они забывают, что за этим мясом, за этим хлебом, за этим продуктом, картофелем, капустой стоит почти что четверть экономически активного населения. За этим стоит почти что 40% населения нашего государства. Это тоже народ. И когда заставляют их продавать ниже, чем мировые цены, да, то есть если рядом
их партнер по российскому рынку, который может продавать в Китай, он может продавать по рыночным ценам, а мы не можем продавать, то, конечно же, это неправильно. Ну, конечно, да. Если более глубже копнуть, то сдерживание цен правильно ли в рыночных условиях, да? Потому что сдерживают цены не для каких-то адресных групп, да? А сдерживают цены для всех. Сдерживают цены для богатых, сдерживают цены для тех, кто даже не знает, почем стоит мясо на рынке, или не знает, почем хлеб стоит в магазине. Да? Для тех людей, для которых расходы на продовольствие совсем мизерные в их общем семейном бюджете или в их общих расходах. И это неправильно. То есть нужно сдерживать цены, нужно помогать, чтобы цены были доступными для именно социально незащищенных слоев населения. И это нужно делать рыночными условиями, не путем ущемления таких же игроков, таких же граждан с таким же голубым паспортом в кармане фермерам за счет их интересов сдерживать. А нужно просто компенсировать повышение цен, потому как повышение цен на продовольствие – это мировой тренд. Я думаю, что да, это может быть брендом, и уже во многих странах знают, что казахское мясо, оно очень вкусное, оно натуральное, оно в основном получено на пастбищном содержании, без ГМО кормов, без гормональных препаратов, которые стимулируют рост мышечной массы. Вот это все приводит, по сути, к органической продукции, экологически чистой продукции, которая очень является ценным источником белка. Вот при Министерстве, по-моему, индустрии есть такая структура «Казахэкспорт». И 95% всех расходов, которые направляются на поддержку экспорта сельскохозяйственной продукции, оно отправляется на поддержку муки казахстанской. При этом роста объема экспорта муки никак мы не наблюдаем, и его не может быть. Наоборот, мука будет сокращаться. Мы в свое время это тоже говорили, и есть на то ряд причин экспорт муки, потому что те страны, которые становятся, как говорится, на свой путь развития, они перестают покупать муку, а покупают зерно, как во всем мире. Потому что, например, Франция – это крупнейший экспортер в мире пшеницы, но она не продает мукой. Она продает только пшеницей. И себе голову пеплом не посыпает, что мы продаем только сырье, как у нас здесь большие эксперты говорят, почему мы должны продавать пшеницей, мы должны продавать мукой. Мы продаем мукой не потому, что мы такие предприимчивые, мы не потому, что мы такие технологичные, да, потому что Казахстан не производит мельницы. Все мельницы турецкие, все мельницы там швейцарские, немецкие там, или китайские. Мы продаем мукой, потому что наши соседи были в плохом экономическом состоянии, и они были вынуждены, потому что у них не была развита мукомольная промышленность, и они вынуждены были покупать в виде муки. И у них не было, например, в Узбекистане совсем другая технология приготовления хлеба. Как у нас хлебзаводов, которые там кормят 50% населенного пункта, нет. У них в основном лепешки, которые пекутся, ну, то есть домашний хлеб готовится. И в таких условиях им раньше было гораздо правильнее, выгоднее купить мукой. Сейчас Узбекистан встает на ноги, и оно перестает покупать муку и покупает пшеницу. Это мировая практика. Казахстан, как говорится, должен быть готов, что экспорт муки будет сокращаться, а наши покупатели будут переходить на покупку сырья, пшеницы. Но в то же время эти структуры, вот эти тренды не понимают, и они все свои деньги, которые на поддержку экспорта, вкладывают не в те товары, которые имеют большой потенциал, такой как мясо, а в те позиции, которые идут, как говорится, наоборот, на понижение и не имеют перспективы. Ну, конечно, я тоже живой человек, но стараюсь не обращать внимания, да. И я понимаю, что это в основном заказной материал, вот что радует, да. Те люди, которые в отрасли, те люди, которые понимают материал, да, они не хейтят, они наоборот всеми руками и ногами за
те изменения, которые мы проводили, и ту политику, которой мы сейчас придерживаемся, да, то есть за политику открытой экономики, не сдерживания цен, а компенсации в более адресном порядке. Вот на такую точку зрения нету таких профессиональных людей, которые плохо относились бы. Нет, я только что сказал, что субсидии нужны, потому как, вот, например, я приведу конкретные цифры. Казахстан субсидирует сельское хозяйство в объеме где-то около 4-5% от объема валовой продукции сельского хозяйства в стране. А в то же время наши партнеры по Евразийскому союзу, например, Россия и Беларусь, субсидируют свое сельское хозяйство в 2-3 раза больше в процентном отношении. Поэтому не субсидировать, находясь в одном союзе, просто невозможно. Иначе мы просто проиграем эту торговую войну, эту экономическую войну, и наши рынки, наши фермеры обанкротятся, и наши рынки заполонят и так, которые их много на нашем рынке, товарами из соседних стран нашего союза. Поэтому субсидии в целом нужны, и их надо увеличивать, в разы причем увеличивать. Но это не означает, что мы должны увеличивать именно в том виде, который сейчас есть. Мы должны видоизменить их. Мы должны направлять субсидии именно по тем позициям, по тем направлениям, которые дадут завтра эффект. То есть они должны быть эффективными, и они должны быть нацелены на определенную задачу. А задача быть должна такая, что создание конкурентоспособной сельскохозяйственной экономики. То есть если спросите, какие, да, вот, например, субсидировать килограмм мяса – это неправильно. Субсидировать литр молока – в моем понимании это неправильно. Но этому фермеру надо дать субсидирование процентной ставки по тем кредитам, которые он обновляет основные средства, вводит новое оборудование, новую технологию, покупает скот, покупает станки, там, доильное оборудование и все прочее. Например, субсидировать агрострахование, расходы на агрострахование в наших засушливых условиях, это нужно. Возмещать расходы на инвестиции, то есть инвест-субсидии, их нужно расширять и увеличивать. Вот, то есть определенные субсидии нужно сократить, и определенные субсидии, наоборот, надо увеличить. А в целом объем субсидий, он должен быть гораздо больше, чем сейчас. Значит, в доказательство моих слов, вот нынешний министр сельского хозяйства недавно только озвучил, что они проанализировали и убедились, что субсидирование процентной ставки, субсидирование агрострахования, субсидирование инвестиционных расходов, они должны остаться, и они эффективны, признаны. То есть это те субсидии, которые появились за те 5 лет, которые я работал. Просто их не было у нас в стране. Зато мы субсидировали гектар посевов зерновых. При этом мы говорили, что зерновые нам надо сокращать, потому что она превратилась в монокультуру. У нас был переизбыток производства зерновых, да? То есть мы производили больше, чем могли выгодно продать. И в то же время мы одновременно как бы субсидировали ту вещь, которой говорили, что это проблема. То есть мы поливали, тушили пожар бензином, да? Можно так сказать. Мы говорили, надо сократить зерновые, и в то же время субсидировали зерновые. Вот такие парадоксальные, абсурдные вещи как бы мы остановили и открыли новые виды субсидий, которые нужно сейчас увеличивать, и они уже признаны, что они эффективны. Нам надо заниматься мясным скотоводством не потому, что мы исконные скотоводы, да, и не потому, что наши предки занимали вот огромную эту территорию от Алтая до Каспия, именно кочуя и пася скот. Не только потому, а потому как значит, входной билет в мясное скотоводство гораздо дешевле, чем в другие виды животноводства. Например, молочное скотоводство требует на одно стойло место не менее 10 тысяч долларов. То есть это сама ферма, это оборудование, это скот, это значит, кадры, это подготовка, особая подготовка по отношению к кормам и все прочее. Это хранение молока, его перевозка и все прочее. А в мясном скотоводстве это гораздо дешевле. И когда все говорят, ну а как вы же завозите импортный скот, но многие не понимают просто. Когда мы завозили скот, мы завозили племенной мясной скот. И это, можно сказать, закваска для того, чтобы вся остальная масса, которая у нас есть, она только улучшилась. То есть мы завозили
племенной скот, потому что у нас его в стране не хватало, и нам нужно было повышать генетику имеющегося товарного поголовья скота. И для фермера, вот вы говорите, какой алгоритм, молодого фермера, это нужно взять просто местный скот, используя племенных быков, постепенно улучшать генетику и продавать телят, бычков тем откорм-хозяйствам, которые рядом существуют. Вот такой алгоритм. Для этого должен быть комплексный подход. То есть нельзя только лишь углубляться в откорм-хозяйство, нельзя заниматься только фермерскими хозяйствами, и нельзя начинать тем более с мясокомбинатов, как ошибочно многие подходят к своим большим бизнес-проектам. Все думают, что вот построю мясокомбинат, и все, я буду сразу же в ажуре там. Да, и надо понимать, что таких фермеров у нас в стране потребность и возможность, это, можно сказать, 100 тысяч. В каждой ферме требуется 2-3 как минимум работника. То есть на одной ферме будет работать отец, сын, 2-3 работника, это 5 человек. Это 500 000 рабочих, новых рабочих мест. То есть тех ферм, которых сейчас нет и которые мы можем создать, потому что это мясо востребовано на экспортных рынках, на рынках, которые очень близко к нам лежат. Это Китай, Россия, Узбекистан, да, и Средняя Азия. Нету такого товара сельскохозяйственного, который мог бы так быть востребован на экспортных рынках. Потому что зерно мы уже производим ровно столько, сколько мы можем уже продать. Все, что больше произведем, это себе во вред. Молоко – это довольно локальный продукт. Мы, дай бог, обеспечим свои внутренние потребности. По другим видам, вот вы видите, там, что с картофелем, что с капустой, да, мы далеко не уедем. И столько много рабочих мест, и столько нового дополнительного продукта мы не сможем произвести, чтобы его выгодно продать. Вот в мясе, я не говорю про мясное скотоводство, я говорю, это и овцеводство, это и коневодство, они друг друга перетекают. Они, это, как говорится, бескрайние просторы и бескрайние возможности. Соответственно, мы должны этому уделить внимание, потому что в ближайшее время, если у нас каждый год заканчивает школу там, сотни тысяч молодых ребят, да, им некуда пойти работать, в городе их не ждут. У нас предприятий таких, которые генерируют столько новых рабочих мест, нету просто. Соответственно, это выход, как занять людей. Это выход, как занять наши огромные просторы. Когда вы видели, наверное, наш фильм, мы говорили, что это не только экономическая составляющая, это большая социальная составляющая, так как новые рабочие места, это дополнительный доход сельским жителям, но это еще и политическая составляющая. Чтобы занять наши земли, которые остались от наших предков от Алтая до Каспия, да, мы можем только скотом, пася скот, потому что нефтепроводами, газопроводами мы землю не займем. Когда мы на вертолете их облетаем, и все, и они будут пустовать дальше. Чтобы эти земли были заняты, мы должны вернуться к нашему исконному ремеслу. Поэтому это еще носит политическая составляющая. А как вы знаете, природа не любит пустоту. Пустая земля, она притягивает лишний глаз, лишние интересы. Значит, до 2013 года, это в тот период, когда я работал министром, в нашей стране существовала племенная инспекция. Количество племя-инспекторов в стране нашей было около 2500, больше даже. Эти чиновники, они проверяли племхозяйство, проверяли, как ведется племенная карточка, вовремя ли меняется племенной бык в частном хозяйстве, и заставляли эту племпродукцию продавать по цене, которая устанавливалась приказом министра сельского хозяйства. То есть частный бизнесмен ведет свой частный бизнес, а какой-то государственный чиновник приходит и говорит, а правильно ли ты поменял быка, а правильно ли ты заполнил карточку. Ну, племенное животное – это актив, да? Актив, и он должен быть ценен для самого частного предпринимателя, да? Который в данном случае является фермером. И, например, никто из Министерства индустрии не приходит на кирпичный завод и не говорит, а поменял ли ты масло на своем прессе, там, да? А там правильно ты разжигаешь свою печь, а правильно ли ты складируешь, да? Никто эти технологические вещи не заставляет что-то, значит, делать
по видению чиновника. А почему в племенном животноводстве государство решило, что племенные инспектора должны? Это просто был архаизм, можно сказать, анахронизм, да? Так как мы рассказываем про живых вещи, можно сказать, атавизм, да? Который остался от советских времен, когда было все советское, и тогда было понятно, что советское хозяйство проверял советский же чиновник, который просто надзирал над совхозами, колхозами. Там. Но когда мы в 1991 году решили, что будем строить рыночную экономику, мы должны были отказаться от этих архаизмов. Но этого не произошло, и мы шли дальше по инерции, по советской методике государственного управления этой уже рыночной отрасли. Поэтому в 2013 году мы дерегулировали, эта часть наших реформ была. Мы просто сократили этих чиновников, создали палаты. Регулирование это дело отдали на саморегулирующие организации, назвали их палатами. Палатами это просто нас заставило Министерство юстиции назвать их. По сути, это ассоциации. Да? Палаты, потому как по нашей юридической технике нашего законодательства, если это будет называться палатами, то, например, по Ангусу может только одна палата быть создана. Она ничья, она общая всех тех заводчиков этой породы животных. Там, то есть нету хозяина этой палаты, нету учредителей этой палаты. Все члены этой палаты, они являются, можно сказать, хозяинами этой палаты. Это, по сути, клуб джентльменов, которые договариваются о правилах работы и сами себя контролируют. И статус племенного, который раньше присвоился хозяйству, то есть юридическому лицу. То есть ТО такой-то, она является племенным хозяйством, так раньше звучало. Сейчас статус племенного присваивается конкретному животному, не хозяйству. И этот статус присваивает именно эта палата. Кроме регулирования, внутреннего регулирования своей среды, они еще занимаются, в их функцию входит продвижение этой породы, продвижение интересов этих заводчиков этой породы, так как на рынке внутри нашей страны и вне она довольно конкурентная. То есть разные породы конкурируют с другими, потому как их задача продать свой товар дороже и больше. Да? То есть Ангус конкурирует с Герефордом, с казахской белоголовой, и в этой конкуренции выигрывают все. Как сами заводчики, потому как они стараются быть лучше, так и покупатели этой племенной продукции, потому что когда они конкурируют между собой, то покупатель получает лучшее качество за лучшую цену. Я не скажу, что стало модным. Такие выставки проводились и раньше. Другое дело, что, например, выставки, были Хараваткель выставка, например, она проводилась за счет государства. Были зерновые форумы, которые проводились за счет бюджета тоже. Это все мы поменяли, будучи работая в Министерстве сельского хозяйства, и они стали окупаемыми, и они стали интересными, когда эти форумы проводились за счет взносов участников, за счет рекламодателей, за счет определенных спонсоров, которые продвигали свои интересы на этих форумах. Форум животноводства в Лепсе, который прошли, один из организаторов был Мясной союз, там основную финансовую нагрузку несли частные предприятия, в том числе братья Оспановы, хозяйство у них Лепсе, по-моему, называется. Ну и взносы для участников были довольно серьезными. То есть туда ехали люди не просто побыть на природе или там подышать свежим воздухом. То есть заплатив такие деньги, они, естественно, выжимали оттуда все. Максимум, что можно было выжать из этого форума, из этой встречи заинтересованных в этой отрасли людей. Что не хватает в таких форумах? Не хватает обсуждения, дискуссии имеющихся проблем и обсуждения тех путей, которые нужно выбирать, чтобы решить эти проблемы. Да? Для этого, естественно, нужно активное участие государственных органов, чего на этом форуме мы не наблюдали. Был там представитель Министерства сельского хозяйства, на уровне заместителя директора. То есть даже директор департамента, и не говоря уже вице-министре или министре, ни одного из министерств мы там не наблюдали, в том числе и Министерство сельского хозяйства. И, естественно, обсуждать пути решения проблем, которые именно сейчас
мы испытываем, все игроки этой отрасли, а в основном проблемы исходят из государственных органов в виде запретов, в виде ограничений, в виде сдерживания цен, конечно, не получается, когда нету, как говорится, представительности, нету карт-бланша на решение этих вопросов. Нет, Мясной союз у нас это некоммерческое объединение, то есть бизнесом, инвестициями не занимается. Ну, я бы отметил, например, я очень тесно работал и был хорошо знаком с академиком Ивановым Николаем Петровичем. Академик, он доктор наук в области ветеринарии, особенно специализировался по болезни бруцеллеза, ну и там ряда других особо опасных болезней. И он очень нам помог выстроить определенные алгоритмы при написании правил по ветеринарии. То есть государство ограничивало вакцинацию, что мы убрали. Мы поменяли методику диагностики. Мы поменяли алгоритмы при утилизации животных, которые должны быть признаны к санитарному убою. Мы ввели методы, поощрительные методы, то есть методы, которые компенсируют при заболевании владельцам, чтобы они не скрывали больных животных и дальше не плодили болезнь. Вот эти все вот практические вопросы нам помог вот этот ученый. К сожалению, он умер, недавно заболел болезнью, но он был очень такой, как говорится, светлый человек. Из других ученых я бы отметил, с теми, которые контактировал, я вот доктором сельскохозяйственных наук по зоотехнии, это правда, он российский ученый, Легошин Геннадий Петрович. Он в свое время работал представителем еще Советского Союза, торгового представительства в Австралии, и он прям видел контраст между тем современным западным подходом к развитию животноводства и нашим совковым советским, таким закостенелым, махровым советским подходом. И он помог во многом открыть глаза и сразу же обратил внимание наше. Другой есть пример, да? Это антипример, можно сказать. Я приведу, что, не буду говорить это имя, фамилия. Один из академиков животноводства, когда мы собирались завозить сюда животных племенных, он говорил на большом совещании, говорил, что они хотят сделать, он восклицал. Ангус хотят завести. Ангус, вы знаете, что такое? Он говорил большим чинам нашим. Ангус — это черное животное с красными глазами, которое разорят наши казахские аулы. Это говорил академик животноводства, который должен был знать, что в ангусе за столетие его выращивания и за столетие его селекции на корню искореняли всякую агрессию. То есть все агрессивные животные не имели дальше пути к размножению, и они искоренялись, как говорится, в зачаточном состоянии, и за эти 300 и больше лет была выхолощена вот эта добронравность. Вернее, оставлена была только добронравные животные, и учитывая огромную массу этих животных, если бы они еще и были бы злые и агрессивные, то, конечно, это была проблема при разведении. Поэтому это делалось не из большого человеколюбия, а для того, чтобы промышленным образом в большом количестве их можно было откармливать, выращивать, размножать и все прочее. Да, у нас сейчас огромный профицит мельничных мукомольных мощностей. То есть они простаивают и будут останавливаться с каждым днем, с каждым годом. Маржинальных отраслей много. Например, производство ягод. Да? Довольно маржинальный бизнес. Но по объему он очень небольшой. Например, молоком сейчас заниматься, если правильно заниматься, тоже выгодно. Но объемы тоже не могут быть большими, даже в страновом масштабе. Разве что привозить сухой порошок, разводить и продавать его как натуральное молоко. Довольно сейчас маржинальный бизнес, как сейчас многие занимаются. Да? Нужно понимать, что
маржинальность это рассматривается на уровне микроэкономики, да, то есть если строить такую страновую политику, мы должны обращать внимание на те отрасли, которые имеют большой потенциал развития, которые дадут больший эффект, не только экономический, как я сказал, но и социальный, но еще даже политические эффекты. Поэтому все, как говорится, очки в пользу скотоводства, овцеводства. Ну, я так небольшой любитель ресторанов, но я вам расскажу такой случай. Будучи работая в Министерстве сельского хозяйства, к нам приехал на конференцию министр сельского хозяйства Канады. И вы, если знаете, ресторан Фархи находился находился прямо сзади Министерства сельского хозяйства. И когда мы, поработав полдня, встали на обед, пошли пешком. Они пока там собирали документы, там готовили протокол наших встреч. Они немного задержались, мы ушли вперед. Пришли, сели первыми за стол и начали смотреть меню. Там было на английском. Значит, он там долго смотрел, потом остановился на бараньих ребрышках. Потом заказал себе. И в это время начали подходить его заместители, там вся делегация его. А к тому времени уже то, что он заказал, уже это его блюдо пришло. И он пробует, и он прямо в лице, когда он попробовал этот кусок мяса, он поменялся в лице. Я думал, ну, не дай бог, или пересолили, или там переперчили, или еще что-то там, что-то не то. Он прям поменялся в лице, остановился, перестал жевать. И он говорит, сквозь еще не прожеванную еду, начал говорить, это что за мясо? Я так, немного оторопев, спрашиваю официанта, а что он заказал? Ну, еще раз как бы переспросил. Он говорит, бараньи ребрышки. Я говорю, да это баранина. Он говорит, откуда мясо? Я говорю, ну, естественно, я уже даже не спрашиваю, это казахстанское. И он тут прям начал оглядываться этим всем своим, говорит, а те уже начали, там кто-то пасту заказывать, кто-то рыбу заказывать. Он говорит, отмените эти заказы, и всем заказал это мясо. И он говорит, я давно не ел, забыл настоящий вкус мяса, я давно не ел такое мясо. Вот он говорит. Вот яркий пример что мы просто не ценим наше мясо, и его можно оценить только тогда, когда поедешь в такие дальние страны, где особенно применяют ГМО-корма и гормоны роста для животных, и которые редко используют пастбище или используют совсем другие корма, не так, как у нас. И это придает особый вкус и экологическую чистоту нашего мяса. Вот если вы видели наш фильм «Мясной проект», называется, я вам рекомендую посмотреть, да, то вы увидите, мы там рисуем технологическую пирамиду, и в основе, то есть фундамент этой всей пирамиды стоит простой фермер. И мы этот фильм снимали прямо на основе конкретных примеров. Там есть прям определенный парень, фермер, который недавно занялся мясным скотоводством. И он является центральной фигурой всей этой отрасли, потому что все крутится вокруг фермера. И это не наша прихоть, это не наша выдумка, это мировая практика. Например, в Соединенных Штатах Америки при всей их технологической продвинутости, при всей их там промышленной развитости, все держится на фермере, на простом фермере, то есть их не ковбои. Их около 750 тысяч таких фермеров. Среднее поголовье 60-70 голов. То есть это именно та модель, к которой мы стремимся. Потому что именно только в этих масштабах это звено может быть эффективным. А дальше уже следующие звенья — это откорм-площадки, это племрепродукторы, это мясокомбинаты, это другие какие-то технологические звенья. Они могут быть других масштабов, они могут быть больше, но их меньше. А фермеров должны быть небольшие, но их много. И они являются, можно сказать, фундаментом всего этого проекта. Я не любитель таких высокопарных слов. Ну, что такое патриот? Это патриотизм, да? Это любить родину, любить свой аул, свой город.
да, уже потом всю страну, свой народ. Я думаю, что все жители мы любим нашу родину, да, иначе бы мы здесь. Сейчас это раньше там, да, у всех в Советском Союзе колхозников держали без паспортов, а там городских жителей без виз, без штампа АВИР ты никуда не мог не выехать. Сейчас, слава богу, мы можем работать хоть где, ездить хоть куда, но мы все живем здесь, и мы хотим, чтобы наши дети жили здесь и жили в гораздо лучших условиях, чем мы живем, в лучших экономических условиях, лучших там, социальных условиях, лучших там, по общественной безопасности, по ряду там, критериев. Поэтому мы все, каждый на своем месте делает небольшое дело, там фермер пасет скот, там, банкир выдает кредиты. Я думаю, что вот это и есть патриотизм. Во-первых, в ответ на западные санкции Россия включила свои санкции в 2014 году еще. Закрыла импорт западной сельскохозяйственной продукции. Вы помните? То есть, как на границе сыры давили, там, да, соки выливали. Поэтому за последние, вот, ну, как вы говорите, вот эти последний год или за последние 2 года, ничего такого, что касается сельского хозяйства, не произошло. И для фермеров то, что там Россия не покупает извне, то есть из третьих стран, это даже лучше, да, то есть у нас появляются новые возможности продавать в Россию. Например, Россия до сих пор остается одним из крупнейших импортеров говядины в мире. Поэтому они сейчас вот переходят на плоскую шкалу, то есть раньше у них был квотный режим, и внутри квоты это было беспошлинный ввоз импортной говядины. Сейчас они хотят перейти на плоскую шкалу, то есть без квоты, то есть все завозимые из третьих стран говядина будет облагаться пошлиной. Это выгодно для нашего сельского хозяйства, поэтому для нас появляется окно возможностей. То есть кризис — это всегда не только отрицательная сторона, но и есть определенные плюсы. Вот для сельского хозяйства это будет только плюс. Ну, если не учитывать, что мы закрыты для экспорта в третьи страны, для экспорта. С фермерством нет. Какое фермерство в советское время? Мое детство — это советское детство. И там не то что фермерство, любое частное предпринимательство было запрещено, просто на уровне Уголовного кодекса. Ну, в аул, конечно, мы ездили, я сам родился и вырос в городе, но все каникулы мы проводили в ауле. И, конечно, пасли скот, с удовольствием пасли, там было дежурство определенное по домам. И даже вне дежурства мы как бы, кому перепадало, мы помогали, потому что для городского ребенка поездить на лошади, там, пасти овец, это было что-то такое из ряда вон выходящее. Поэтому это мы делали с удовольствием. Ну, я не скажу, что у меня английский такой на суперуровне, там, до сих пор учим его. Так сказать, чтобы где-то конкретно учили. В школе вот так получилось, что английский прошел мимо. Когда я поступил в университет, меня зачислили на изучение русского языка. Хотя русский я думал, был совершенен. Просился я записаться в группу, где изучали английский язык. Мне туда просто сказали, ну, так как вы закончили национальную школу, вы должны учить русский язык. И все, и не пустили учить. Поэтому и в университете, и в школе английский, как говорится, прошел мимо. Ну, а потом, как говорится, как-то где-то, как-то потихонечку вот понабрались багажа. И мы встречаемся с иностранными партнерами, общаемся с ними, обсуждаем. Ну и на бытовом уровне, конечно, он необходим. Это же сейчас уже мировой язык. Ну, довольно банально. Дома, с семьей. Стараемся выезжать на природу куда-то. С друзьями. Ну, например, в школе мне впечатлила книга «Ахан Сері» Сакен Джунусова. Я читал на казахском, довольно такое интересное произведение. Ну, из фильмов мне нравятся, например, советские фильмы, старый советский, «Мимино», «Осенний марафон», типа такого. Ну, младший у меня учится в школе, обычной, государственной, в городе. Старшая закончила университет,
по специальности дизайнер-архитектор, сейчас работает по специальности, то есть у нее есть дизайнерская студия. Вторая дочка, она как бы и работает, и одновременно учится. То есть когда был карантин, она перешла в онлайн-режим, и вот сейчас как бы доучивается. Как обычный родитель, хотим, чтобы были дети такие целеустремленные, трудолюбивые, честные, порядочные, чтобы были дружные. Помните фильм «Москва слезам не верит», когда одна из подруг ходила в библиотеку Ленина, чтобы встретить хорошего парня. Так вот, мы с супругой в библиотеке познакомились первый раз. Она училась в том же университете, где и я, в Алмате. Ну, так, как бы студенческое знакомство. Потом переросло в отношения. Ну, знаете, подарок ценен, он не материальной своей ценностью уже, а тем вот отношением, которое вкладывает в этот подарок. Ну, например, у меня было недавно день рождения, и мне вот старшая дочка подарила вот эту сумочку, например, которую я принес. Для меня это очень ценный подарок. Много всяких неловких ситуаций. Но все не упомнишь. Я, честно говоря, даже мне на ум не приходит, чтобы сказать. Не знаю, это, знаете, звучит вопрос как стол или стул, да? Что важнее, или там, что необходимее, там, или там. Это совсем разные вещи, да? Что скриптонит, что Димаш Кудайберген. И каждый, я думаю, профессионал в своем деле. И сказать, что мне нравится больше Димаш Кудайберген, чем скриптонит, я не могу, потому что то, что делает скриптонит, не может сделать Кудайберген при всем его таланте. И наоборот точно так же. Поэтому каждый профи в своем деле, если они признаны, да, и я не скажу, что я прям любитель в восторге там, от рэпа, там, да, и, там, но если они признаны такой огромной массой людей, значит, они профи в своем деле. И каждый имеет право на свое творчество. Ну, больше классику, что-нибудь такое в виде Битлса. Ну вот братья Оспановы, которые, да, хозяйство Лепсы, которые работают в Алакольском районе Алматинской области. Например, крестьянское хозяйство Мамбетов, Еркебулан, в Северном Казахстане. Хозяйство Диевское, это в Кустанайской области, Даниленко Олег. В Кустанайской области есть хозяйство Северагро, это вот Хайржан, Альжан Хабиев, вот ребята занимаются, которые раньше вообще к сельскому хозяйству не имели отношения, и которые правильно начали заниматься мясным скотоводством. Вот братья Оспановы тоже к сельскому хозяйству особо, они энергетики по основной своей профессии, но сейчас видят, что основная перспектива это вот именно сейчас еще больше внимания начали уделять сельскому хозяйству, и что очень радует. Миссия, я думаю, миссия любого человека — это дать потомство, взрастить его нормальными, хорошими людьми, помочь родственникам, помочь обществу. Я думаю, банальная такая у меня миссия.